С приветственным словом к участникам конференции обратился глава Тувы и секретарь Тувинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владислав Хавалык. Он отметил, что партия формирует созидательный и конструктивный общественно-политический климат в республике, а также создает надежную основу для поступательного движения вперед. Уходящий год в стране и в республике отмечен важным политическим событием. 17 марта 2024 года мы выбрали президента Российской Федерации. Явка избирателей республики составила 95,59%. Поддержка Владимира Владимировича Путина 95,37%. По некоторым районам и вовсе 99,100%. Это рекордный показатель не только для нашей республики, но и масштабов страны. Мы вошли в тройку лидеров по всей России. Многонациональная Тува однозначно и убедительно проголосовала за независимую, суверенную и сильную Россию. Уверен, что и дальше мы будем также дружно защищать свой мир, свои ценности, свой уклад жизни, сохранять единство своей страны. Также он акцентировал внимание на одном из важных событий уходящего года – визита президента России в Туву 2 сентября. Владислав Хавалык добавил, что во время своего приезда Владимир Путин позитивно оценил происходящие изменения и поручил сохранить темпы развития, в частности, строительства. По итогам визита президента уже реализуется большой и серьезный перечень поручений, который ускорит социально-экономическое и инфраструктурное развитие региона, ляжет в основу плана развития республики до 2030 года. В завершении своей речи глава Тувы сообщил, что 2025 год для партии всей страны будет не менее насыщенным на политические события. Одно из них – предстоящее послание президента. Далее слово для выступления предоставили депутату Хурала представителей города Кызыла Айдыну Сыренолу. Темой его доклада стала поддержка участников спецоперации. Предлагается внедрить социальный паспорт участника специальной военной операции, по которому бы оказывалась помощь участнику СВО и его семье по доступному механизму. Обеспечить доступность и реабилитацию участников специальной военной операции на туристических базах, которые были созданы путем выделения предпринимателям грантов с целью поддержки участников специальной военной операции. Далее с докладом на тему реализации народной программы выступил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Аяс Лапсан. По итогам обсуждения участниками дискуссионной площадки партийные проекты, проводник реализации народной программы партии «Единая Россия» и наказов граждан форума первичных организаций «Единой России» внесены следующие рекомендации. Первое. По проекту «Новая школа» участники одобрили реализацию проекта и предлагают масштабировать строительство новых школ, детских садов, проведение капитальных ремонтов и в последующие годы во всех селах и городах Республики Тыва, где имеются старые здания 1930-40-х годов застройки. В рамках мероприятия также была затронута тема по формированию систем поддержки женщин и созданию условий для их самореализации во всех сферах общественной жизни. По результатам обсуждения итоговую резолюцию форума предлагаем следующие рекомендации. Поддержать новое проектное направление «Семейное здоровье», мероприятия которого предусматривают улучшение репродуктивного здоровья семьи, повышение престижа материнства и отцовства, психологическую поддержку и доступность квалифицированной помощи для всех членов семьи. Далее состоялось торжественное вручение партийных билетов новым членам. Так, обладателями партийных билетов стали заместитель начальника отдела управления документационного обеспечения администрации главы Республики Тыва и аппарата правительства Республики Тыва Ольга Грецких, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Тыва Айдыс Сына, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Хурале представителей Тандынского района Руслана Андар. Из года в год «Единая Россия» подтверждает, что остается партией, объединяющих самых разных людей, способной решить самые сложные задачи, оказать реальную и ощутимую помощь жителям Тувы. Инна Клаян, Эдегел Намдан, Владимир Сюртук, Азамат Ачур, телеканал Тува-24.